Добрый день, компания Progress Auto, приветствуем вас на очередном обзоре. Сегодня у нас свежая Kubota, соответственно Kubota GB200. Видим хорошую мощность, 20 сил, полный привод, хорошее состояние, соответственно остатки по шинам. Хорошо видно, что перед сохранился вполне себе замечательно, несмотря на наличие быстрого разворота. Зад также в очень хорошем состоянии. Хочется заметить, что для 20 сил, кстати говоря, тракторок достаточно компактный. То есть у него здесь небольшая колея, в районе 90-95 максимум, 90 я думаю здесь. И он не очень длинный, не очень высокий, соответственно очень удобно его будет использовать в каких-либо домашних, скажем так, хозяйствах, потому что не будет он у вас распахивать на тех же разворотах половину огорода. Он аккуратненько по очень небольшой траектории везде проскочит, везде проедет. Фреза 1,40 м. Видим, что опять же фреза 1,40 м, при этом запас по колее очень большой, соответственно здесь, ну да, метр максимум, даже метра нет здесь. Смотрим на ножи. Остатки приемлемые, в районе 50%, я думаю, что осталось. Поработают еще они пару сезонов. Ну, конечно же, в зависимости от того, насколько интенсивно будете ими пользоваться. Будет им пользоваться будущий хозяин. По правой стороне шины аналогичны левой. Косметика также аналогична другой стороне. Давайте заглянем под капот. Все-таки Kubota GB не очень частые гости пока у нас. Что мы здесь увидим? Увидим стандартный, скажем так, стандартную компоновку для японского трактора. Куботовский трехцилиндровый двигатель. Такой теплообменничек интересный. Соответственно, там стандартная решетка и радиатор на двигатель. Так вот все это выглядит. Капот защелкнулся. По функционалу, что мы здесь можем увидеть? Соответственно, автозаглубление и положение фрезы, регулировка, полный привод, отключаемый снизу. Там же, естественно, у нас блокировка заднего моста, щуп из коробочки торчит, гидравлический кран. Здесь пониженный и повышенный 3 ряда, 4 передачи на вал отбора мощности, 3 вперед, 1 назад. И вот такая коробка переключения передач, соответственно, максимально удобно ей пользоваться при условии 3 повышенных, пониженных рядов. Получаем, что 9 передач у нас назад и вперед у нас 18. Максимальное разнообразие того, что вы можете выбрать для использования данного трактора. Наработка 520 часов. Что здесь есть? Здесь у нас есть также быстрый разворот. Знаем, как эта функция работает, я думаю, уже все. Соответственно, тракторочек разворачивается на очень ограниченном пространстве. Запуск есть. Горит у нас быстрый разворот, как раз включенный. Работает двигатель очень хорошо, мягко. Есть проблема в том, что вот здесь почему-то все это дело трясется. Я думаю, что там, скорее всего, трясется сам штырек, который подпирает капот. Ну, его по-хорошему надо будет чем-нибудь закрепить, дабы он крепился, скажем, крепче, чем с завода, и поэтому не давал вот этот вот призвук. Гидроусилитель руля, видим, что прекрасно работает. Опять же, одной рукой легко все крутится на месте. Передачи удобненько переключать. Быстрый разворот, естественно, функционирует, поэтому, опять же, все это без проблем разворачивается практически на месте. Такой мини-трактор Kubota GB200. Наличие в компании Progress Auto, город Благовещенск. Всего доброго.